Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. 20 лет колонии строгого режима получил житель Якутии за преступление против половой неприкосновенности своих родных младших сестры и брата. Следствием и судом установлено, что в один из дней с 10 ноября 2016 до 30 июня 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения воспользовался отсутствием в доме своих родителей и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении младшей родной 12-летней сестры. В мае 2017 года в ночное время он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался тем, что родители спали, и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении младшего брата, которому на момент преступного посягательства было всего 11 лет. Очередное преступное посягательство мужчина совершил 12 мая минувшего года. Он позвал сестру, которая с ним и братом занималась уборкой придворовой территории, и потребовал пойти с ним. Получив отказ, он силой схватил ее руками за плечи и повел с собой во двор, где против воли затащил в салон автомобиля и попытался совершить изнасилование. Преступление было пресечено матерью. Женщина постучала в окно автомобиля и позвала помощь. После обнаружения матерью преступления мужчина при помощи физического насилия пригрозил, что в случае огласки со стороны сестры он совершит убийство членов семьи. Он был задержан и помещен под стражу. В ходе предварительного и судебного следствия он вину не признал, заявив, что его оговаривают. Однако было доказано, что он освободился из мест лишения свободы в 2016 году и совершил эти преступления в период непогашенных судимостей за кражи, побег из мест лишения свободы, причинение тяжкого вреда здоровью, а также за факты угроз убийством своей матери и сожительницы. Выводы психолого-психиатрической судебной экспертизы подтвердили доводы следствия. У мужчины выявлены признаки аномалии со склонностью к педофилии и инцесту из-за алкоголизма. Пострадавшим детям оказана реабилитационная помощь. В Якутске раскрыта кража из гостиницы. В полицию обратилась администратор одной из гостиниц. У нее из тетради на стойке украли более 7 тысяч рублей. Был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый за угон 18-летний молодой человек. Преступный замысел возник, когда он заметил лежащую на стойке тетрадь, между страницами которой находились деньги. Мужчина воспользовался тем, что девушка отвлеклась, и тайно похитил их. Со слов подозреваемого, похищенное он потратил на алкоголь. В столице республики раскрыта еще одна кража. На этот раз она произошла из кабинки раздевалки в бане. 35-летний ранее судимый злоумышленник пришел в общественную баню по улице Кальвица. Он заметил, как потерпевший сложил вещи в кабинку и попробовал открыть ключом от своей. Ключ, как ни странно, подошел. Мужчина переложил мобильник в свою кабинку и пошел в парилку. Похищенный телефон позднее сбыл за 1500 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В международной повестке суд Нью-Йорка признал наркобарона Хоакима Гусмана Эль Чапо виновным по всем 10 статьям, рассказывает Роман Чуриков. Улыбающуюся женщину в центре зовут Эмма Коронель, и своего мужа она отныне будет видеть исключительно через прозрачное стекло или решетку. Дело в том, что это жена Хоакима Гусмана, он же Эль Чапо, то есть коротышка. И теперь он официально признан самым опасным наркобароном всех времен. Несколько минут назад Хоаким Эль Чапо Гусман был признан виновным по всем 10 пунктам обвинения. Если вкратце, то Гусман возглавлял наркокартель Синалоа, самый большой и опасный в мире. Он ответственен за множество убийств и контрабанду десятков тонн наркотиков в Соединенные Штаты. Процесс над коротышкой длился 11 недель. И за ним без преувеличения пристально следили две страны – США и родная для него Мексика. За это время перед присяжными выступили 56 свидетелей. 14 из них сами были преступниками, которые пошли на сделку со следствием. Они рассказали в частности, что за 25 лет Эль Чапо с подельниками перевезли в США порядка 155 тонн кокаина, а еще сотни тонн метамфетамина и марихуаны. Помимо прочего, в их показаниях фигурировали изнасилование несовершеннолетних и подкуп мексиканских политиков.
Гусмана экстрадировали в США в 2017 году, а до этого он несколько раз сбегал из особо охраняемых тюрем в Мексике. Например, в 2001 он подкупил охранников и спрятался в корзине с грязным бельем, а в 2015 специально для него прокопали километровый туннель. В Соединенных Штатах же он стал первым человеком со времен Аль Капоне, признанным врагом государства №1. Но у каждой медали есть две стороны. Эль Чапо теперь официально признали одним из самых опасных преступников в истории США. Но, как оказалось, на его малой родине, на северо-западе Мексики, новости о его заключении восприняли с сожалением. Мы знаем, что Эль Чапо помог тут многим. Он строил дороги, школы, церкви. Теперь все эти люди будут страдать, потому что государство не дает им вообще никакой поддержки. Но что же теперь делать? Будем жить дальше. Я не думаю, что заключение коротышки что-то кардинально изменит. Он же не один картелем управлял. Все продолжится. Он, конечно, заслуживает наказания, но теперь вот они посадили его и сидят такие довольные, а других ловить, похоже, и не собираются. Приговор Гусману огласят позже, но ранее США обещали Мексике не казнить Эль Чапо. Прокуроры будут требовать для него пожизненного заключения без права на обжалование и досрочное освобождение. На этом пока все. Берегите себя.